Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Очень насыщенная была предыдущая неделя. Собственно говоря, мы об этом будем говорить. Там много событий происходило, как во внешней, так и во внутренней политике. И сегодня у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Астамур Таня. Астамур, добрый день. Добрый день. Да, проблема с бензином, с топливом, которая охватила Абхазию, не только Абхазию, Россию, лихорадит от дефицита бензина. И вот сегодня я заправился по 110 рублей за литр, да, то есть тебя можно поздравить. Да, 2-3 недели назад это казалось, как бы, наверное, что-то неестественным казалось. Может, да? ты сохранишь бензин через неделю за 150 продаж. Да, но вот так получилось, да, заправился и счастлив, да, тут много для счастья, оказывается, не нужно. И в этом контексте, конечно же, много всяких разговоров по поводу там этот дефицит, какая-то часть дефицита была как бы возмещена за счет поставок из Грузии. Да. Естественно, это вот такое никакая не гуманитарная помощь, чистой воды бизнес, но тем не менее куча всяких разговоров. Кстати говоря, я так на глаз так посмотрел, кто что говорил. Официально абхазская власть сказала, что, как бы констатировала вот этот дефицит и сказала, что она препятствовать не будет. В Грузии власти сказали, что грузинская власть к этому отношения не имеет, это чистый бизнес. Тем не менее, в самом Грузии... тоже сказали, что не будут этому препятствовать. Да, как бы препятствовать не будут, да. У нас часть общества, как бы, она хронически вообще против любых контактов вот в этом плане с Грузией. С другой стороны, вот по мне, знаете, контакт контакту рознь, да, когда вся экономика твоя стоит из-за отсутствия бензина, да, в разгар курортного сезона, и у тебя появляется возможность приобрести этот бензин в Грузии, то, мне кажется, здесь нужно как бы ставить все-таки, что важнее, да, то есть вот какие-то условности или то, что у тебя, что вот отсутствие бензина, оно бьет прежде всего по безопасности страны, мне кажется, это вот как бы самое главное. С другой стороны, в Грузии тоже скандал, как бы, то есть там тоже недовольны тем, что в Абхазию бензин продают. И там это разворачивает под соусом, что этот бензин идет непосредственно на российские военные базы. То есть это такая тоже глупость, в которую с удовольствием многие там верят. Тем не менее, вот такого рода ситуация. И исходя из того, что происходит там с нефтеперерабатывающими заводами в России, перспектива, она, конечно же, пока вот этот кризис, как бы концовка этого кризиса, она вот в ближайшей перспективе никак не просматривается. Вот вообще, как ты смотришь на всю эту ситуацию с этим топливом, со всеми этими поставками из Грузии и так далее? Я думаю, что мы с тобой в течение долгих лет с завидной регулярностью говорили о необходимости поиска и расширения контактов в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, говорили о развитии приграничной торговли, о легализации торговых отношений. Так что было бы странно, если бы сейчас я сказал, что я против этих поставок, потому что, если говорить о политической составляющей наших отношений, несмотря на это, у нас существуют довольно плодотворные отношения в области энергетики. И чего скрывать, на нашем рынке очень много грузинской сельхозпродукции. То есть это может сказать, что произошло расширение номенклатуры. Несмотря на то, что
и абхазская, и грузинская представители, и грузинской, абхазской власти, они говорят о том, что они там не препятствуют, это связано там с гуманитарными, с другими вопросами. Даже у нас сказали, конечно, что это из Грузии бензин. Даже придумали такой термин – бензин из альтернативных источников. Да, так выглядит, что на западе мы граничим с Россией, а на востоке с альтернативными источниками. Да. Вот. Даже может быть такой политологический термин локального применения можно уже использовать. Вот. Прошли абхазо-альтернативные переговоры. Да. Но если уйти от шуток, вот. Я думаю, что это все-таки позитивный шаг. Вот. Когда мы с тобой об этом говорили, мы именно подходили к тому, что нужна деэскалация наших отношений. Очень много пропаганды, очень много языка ненависти во всем этом. Вот. А такие шаги, они все-таки формируют климат доверия. Это нельзя отрицать. Вот. Просто другое дело, во что его будет носить разовый характер, будет во что-то это спроецировано дальше, во что-то, какие-то большие решения в других сферах. Это время покажет. Вот. Ну, естественно, мы видим, что, кстати, с абхазской стороны, да, реакция тоже неоднозначная, но основные наши политические игроки, они не использовали эту ситуацию для каких-то осуждающих абхазское руководство заявлений. Вот, потому что мы знаем, что из оппозиционной среды тоже звучали не раз заявления о необходимости переговорного процесса с Грузией. Вот, то есть в этом смысле существует какой-то консенсус. Другая ситуация, конечно, в Грузии. Во-первых, там более острые внутриполитические отношения. Там сажают. Ну, вообще, да. Вообще, если мы возьмем исток, даже к истокам конфликта придем, вооруженного, вот, я думаю, что все-таки начать вооруженный конфликт в том числе побудили внутриполитические обстоятельства. Вот тот нелегитимный режим Госсовета, который тогда был, вот, он же держался фактически насилием, путем подавления сторонников свергнутого президента Гамсахурдия. Там они и рейды совершали кровавые на территорию Западной Грузии. Очень была такая для них шаткая ситуация. И они перенесли, что называется, центр вот этого обострения в Абхазию, чтобы решить свои внутриполитические задачи. Но контроль над Абхазией они потеряли, но надо признать, что вопрос сохранения у власти режим Шеварднадзе тогда решил. Вот такая была цена. И сейчас абхазский конфликт, грузино-абхазский конфликт, он используется прежде всего во внутриполитических целях. Вот мы видели, как оживился находящийся в заключении президент бывший Саакашвили. Вообще это похоже с его подачи. Он спровоцировал вот эту волну. Вот, у него много сторонников. Вот. Фактически это он дал отмашку на разжигание вот этого кризиса вокруг поставок бензина в Абхазию. То есть на это я смотрю как на акт внутриполитической борьбы. Вот. Но насколько хватит нервов и терпения у действующих властей, это тоже время покажет. Вот. Что касается спектра оппозиционного, он, конечно, разнородный. Вот. Даже если представить себе ситуацию, что, допустим, в Грузии произошла смена власти. Но, наверное, было бы наивно ожидать, что к власти в Грузии придут либералы. Потому что, судя по тому климату, который создается
в информационном пространстве. Есть большая угроза, что популисты, шовинисты придут к власти. Вот, с которыми нам гораздо сложнее будет иметь дело. И грузинскому обществу, конечно, будет сложнее. Вот. Но такая угроза, она абсолютно не нулевая. Вот. Поэтому тут вопрос, опять мы можем стать фактором такой агрессивной внутриполитической пропаганды. Вот это мы должны учитывать. И есть другой момент, что касается нас, собственно. Мы, конечно, должны диверсифицировать все риски с поставками топлива. У нас должны быть разные источники. Ну, потому что, допустим, если представить, что монопольным источником поставок, допустим, топлива станет грузинская сторона, ну, вы понимаете, что это становится рычагом экономического влияния. Да. Да, то есть это мы должны... У нас должна быть очень гибкая политика из разных источников. Из территории Грузии, из территории России. Другие источники надо искать, поставок. Ну, как прежде, там Румыния была, да, Болгария. Да, вот эти все возможности надо изыскивать. И вообще надо привыкать к мысли, что, к сожалению, стабильное время, оно... Похоже, стабильно в экономическом смысле, в смысле поставок, ну, поступления финансов и так далее, оно, по-моему, осталось за плечами. Вот. И наши власти, и политические круги, они должны быть готовы ко всяким неординарным шагам, каким-то новым, неожиданным вызовам. Просто нужно понимать, что мы живем в такое время. Оно лучше не становится. Лучше не быть. Да, в этом смысле, мне кажется, вот эти вот наметившиеся какие-то контакты с грузинской стороной, все-таки нужно попытаться перевести в область политической разрядки тоже. Вот. Мне кажется, там есть с кем разговаривать в Грузии. Просто еще беда в том, что грузинское законодательство об оккупированных территориях, оно запрещает самой Грузии вести переговоры с Абхазией. Как в этом случае наши отношения сводятся к обмену взаимных претензий через публичную сферу. Вот. Даже вот это вот решение по бензину, вот я представляю себе, если такая ситуация была бы в период существования Координационного совета до 2008 года, но я думаю, что не вызывало бы таких потрясений. Две стороны сели бы, договорились, подписали бы протокол, поставили бы подписи там международные представители, как это делали ООН там, и прочие. И это была бы двусторонняя договоренность. И никаких вопросов ни с той, ни с другой стороны ни у кого бы не возникало. Поэтому еще раз я говорю, нам нужно подумать, как реанимировать полноценный переговорный формат, где есть две стороны. Потому что мы будем все время сталкиваться, и нам придется их в ручном режиме эти вопросы решать.